Всем привет! Вы на канале Алканов. У меня вот здесь в руке старый кнопочный телефон. И даже вот такой вот один сом. Сейчас этого не встретить, это такой звонок из прошлого. А в этой руке смартфон, современный девайс. И что интересно, я заметил, да, вот в эти времена счета, которые мне приходили за связь, они были гораздо больше, десятки тысяч сом. Но как только появилась LTE и смартфоны, тут же цены упали. Я смог разговаривать по WhatsApp, по межгороду и так далее, да. И вот сейчас у меня закрался вопрос, а как себя ощущают сотовые компании, их бизнес, как он изменился? Но еще немаловажный момент, лично меня, как обывателя, волнует, это базовые станции. Действительно ли они влияют на наше здоровье? Показать это вам и самому убедиться, опасно это или нет. Погнали! Посмотрите, тут же цены упали. Выживает или все-таки развивается? Безумно дешевый интернет. Ежегодно казна пополняется миллиардами сом. Конечно же, это влияет на стоимость, на себестоимость. Надо беречь самое дорогое. Для того, чтобы узнать, как устроен этот бизнес и всю предысторию, мы пришли в компанию, которая является первым GSM-оператором на территории Кыргызстана, компания Билайн. Спасибо вам за звонок, всего доброго. В компании сейчас насчитывается более 2 миллионов абонентов. Каждый день поступает порядка 4000 звонков. Их обрабатывают 200 сотрудников, которые работают круглосуточно. А сейчас мы находимся в сердце компании, в центре обработки данных. Именно отсюда уходит весь интернет, звонки и так далее. Вот так вот это выглядит. Все построено по международным стандартам. Итак, мы приехали в компанию Билайн. Рядом со мной Александр, коммерческий директор компании Билайн, правильно? Доброе утро, все правильно. Доброе утро. Самый вот лично для меня такой первый вопрос. Раньше были счета, там, не соврать, десятки тысяч сом в месяц. Сейчас можно, в принципе, вложиться и в 1000 сом в месяц. Как вообще компания сотовая, она выживает или все-таки развивается? Вы помните, сколько тогда вокруг вас было счастливых обладателей сотового телефона? Гораздо меньше. Гораздо меньше. Ну вот в этом весь секрет. Сейчас, наверное, сотовый телефон или устройство, которое предполагает наличие сим-карты, и таких устройств очень много. Это и планшет, это и в телевизор, это модем. У меня у ребенка сейчас смарт-часы есть, где тоже сим-карты и тоже доступ к 4G сети. Сейчас устройств гораздо больше. То есть в среднем на рынке Кыргызстана как минимум есть такой показатель проникновения пользователя мобильной связи. Вот количество сим-карт, которые активно сейчас в сети, больше, чем население Кыргызстана. Серьезно? Серьезно, как минимум на 20%. То есть сейчас с точки зрения доходов и прибыли все-таки картина довольно интересная, правильно? Она очень интересная, но тут нужно разделять. Любой бизнес, который приносит хорошие деньги, который имеет большой рынок под собой, он требует больших затрат. Некоторым может показаться, что тут сотовые операторы гребут деньги лопатой, из воздуха, как это говорят. На самом деле это дорогого стоит. Нужно сначала построить всю эту инфраструктуру, правильно Давай ее вот развивать. как раз про инфраструктуру поговорим, Александр. Вот сколько в вашей компании базовых станций, да? Я так понимаю, это такая тарелка, которая делает ваши услуги доступными среди населения? Ну, скажу так, тысячи, так скажем, потому что есть разный подход к тому, как эти базовые станции считать. Есть по позиции. Есть по тому, какого типа оборудования стоит на каждой позиции. У нас есть стандарт 2G, 3G, 4G, и вот уже прочат быстрый вход 5G. Но я думаю, об этом тоже поговорим. Обязательно. Вот. Соответственно, все эти базовые станции должны быть соединены еще транспортными каналами. То есть тоже они отдельная соединены история. между собой кабелями? Безусловно. Некоторые базовые станции, например, в труднодоступных районах, соединены радиорелейной связью. Либо через спутник, это уже совсем где-то в горах. Такие тоже базовые станции есть. В среднем построить одну базовую станцию сколько обходится вам? Одна базовая станция стоит порядка 60-80 тысяч долларов в среднем. Это с учетом конструкции, с учетом оборудования и так далее. Я понимаю, там город Бишкек, Ош, много людей, все отлично, имеет смысл вкладывать.
Но также у вас есть места, где, допустим, едешь по трассе и там связь ловит. Но я уверен, что это вообще история, в принципе, с точки зрения денег вообще не интересна. Вы ставите эти базовые станции, потому что вас государство об этом просит. Что скажете? Есть такие места, есть две причины на самом деле. Первое, это когда государство приходит и говорят: ребята, сотовики, нам нужно обязательно вот эти районные населенные пункты покрыть связью, обеспечить там связь. Вы сами разделитесь, кто что делает, и мы делимся. Где-то есть связь от Нуртелекома, где-то от Альфа-Телекома, Мегаком, где-то от нас. Такие обязательства тоже есть обязательно. Но есть и участки стратегические. Так. Несмотря на то, что там, наверное, кроме там стат в ЖЛО, ну, почти никого нету. Но это трасса, это то место, где связь критически необходима, и где ее можно установить. То есть не совсем высоко в горах, не совсем где-то внизу там в каньоне, и мы обязательно там связь обеспечим. Прослушивающее оборудование вы должны устанавливать у себя в компании? Ну, начнем с того, что там, где закон нас определяет предоставлять информацию, а это только по запросу, по решению суда, мы, естественно, эту информацию предоставляем. Есть какое-то, например, там, уголовное дело, расследование, нам отправляют официальный запрос, мы на него обязательно отвечаем в установленном порядке, мы понимаем, что от этого жизнь зависит, здоровье граждан, мы обязаны это делать. Ничего кроме мы не предоставляем. Позади меня 3 базовые станции 3 сотовых операторов. Если где-то и должно супер фонить, так это здесь. В общем, для объективности нам нужно взять не один, а несколько точек. И я вам сейчас буду озвучивать, какие параметры показывает этот прибор. Давайте начнем. Так, сколько сейчас? 3,6. Напомню, должно быть меньше 10. Давай с той стороны еще померяем. 1,8. Записываете? Здесь у нас 1,8. Дальше. 1,6. Ну, может, мы туда за угол зайдем. Тут сколько? 2,9. А вот здесь? Здесь 1,9. Вообще меньше 5. А давайте прям под этими базовыми станциями встанем в помещении и там замерим сколько. Сколько сейчас показывает? 0,6, меньше единицы вообще. Мы с вами измерили излучение рядом с базовыми станциями, под базовыми станциями. Давайте сравним, какое излучение мы получаем в обычной жизни. Вот обычная СВЧ-печь, снимайте, да, вот сейчас сколько? Сейчас 0,2. Теперь я включаю. Уже 15, 25, 47, 67. Вот одним словом, показания СВЧ печи раз, я не знаю даже, в 10, если не в 20, выше, чем от базовых станций. Ну, теперь для полноты картины. Вот, вообще сейчас 73 даже скачок был. Сейчас выключим. Пойдет назад. Вот все, 0. Вот вам СВЧ печь, это базовые станции, убивает людей. Все нормально. Кстати, давайте замерим, что с телефоном происходит, когда мы, ну, допустим, он просто заблочен. Сколько сейчас? 0,06. Так, а если мы, допустим, смотрим какой-нибудь YouTube ролик, так, зайдем в шикарный каналчик. Вот сейчас кружится. Вот сейчас 17, да? 5. Скачками, да. В общем, если вы смотрите YouTube канал на телефоне, то у вас может быть и 34, и 85. Ну что, ребят, какой итог? Короче, базовые станции ничего никак не вредят, они уже довольно современные. Если и влияет как-то на здоровье, то минимально. Гораздо больше на нас влияют вот такие бытовые всякие приборы. Так что вот так. Ребят, в общем, YouTube не надо смотреть вот так или загружать тут какую-нибудь страничку. А если уж положили в карман, то точно заблокируйте телефон. Ну, сами понимаете, излучение надо беречь самое дорогое. Александр, по данным британцев Cable UK, Кыргызстан занимает 2-е место в мире по стоимости интернета мобильного. Ну, в хорошем смысле, у нас практически самый дешевый, на 1-м месте Израиль.
Вот в этих условиях достаточно ли у вас денег для развития? И отсюда мы перейдем как раз-таки на 5G. Очередной рейтинг, где Кыргызстан второй с конца. Да? Но в этом случае мне нравится быть вторым с конца. Нам тоже нравится. Я как человек, который имел возможность поработать в разных странах вокруг Кыргызстана, точно могу сказать, здесь цены действительно дешевле. Это не выдумки британских ученых, так и есть. Безумно дешевый интернет. Но с такой низкой ценой, наверное, многие вещи невозможны. Например? Например, запуск 5G. Вот мы все любим говорить о том, что новые технологии, мы должны туда идти. 5G, это, конечно, отдельный вопрос, нужен ли он Кыргызстану. Но такие серьезные вложения, которые, например, предполагает запуск 5G, невозможно при таких низких ценах, потому что этот 5G нужно как-то окупать. Мне кажется, что нужно. Я, по крайней мере, посмотрел в интернете, какие вещи благодаря этому можно делать. Это один из примеров. Хирург там, из Америки может благодаря этой связи, да, там, делать операцию какому-нибудь пациенту в Кыргызстане. Те же машины беспилотные, все это, насколько я знаю, все это 5G привязано. Космос. Посмотришь сериал «Черное зеркало» и тоже захочется жить в этой реальности. Не всегда, конечно, есть. Ну, там наоборот, они, конечно, от этой реальности людей отодвигают, показывают черную сторону, но есть и белая, несомненно. 5G — это сеть в основном не для людей, потому что те скорости, которые обеспечивают 5G, нам, нормальным пользователям, особо нет в них необходимости. Вот 5G, который дает гораздо больше скорости, это все-таки скорости для устройств. Базу для 5G должно двигать государство и компании. Но мне почему-то кажется, что сейчас, наверное, несколько другие приоритеты. И как минимум, наверное, полномасштабное развитие 5G — это перспектива там, не ближайшего года-двух, а, наверное, как минимум 3-5 лет. Бывает ли такое, что, допустим, один оператор построил вышку, да, а ею пользуются и другие сотовые операторы? Ну, вы так шерите или это невозможно? Очень хороший вопрос. Есть даже отдельное понятие, называется шеринг. Есть раншеринг, это когда мы шеримся. Есть сайт-шеринг и раншеринг. Сайт-шеринг, когда мы на одной позиции ставим разный набор оборудования. Есть раншеринг, когда мы просто используем полностью вышку оборудования одного оператора, делим сигнал, грубо говоря, полосу и раздаем двум базам разных операторов. К сожалению, в Кыргызстане не очень развитая практика. Да? То есть операторы пока еще находятся в таком состоянии, когда они все-таки фокус взяли на развитие собственных баз, собственных сетей, что не очень эффективно. Потому что там, где ты строишь 3 вышки, можно было построить одну, поделить, и инвестиции делятся на 3. Александр, такой вопрос. А откуда вы покупаете вообще интернет? Из какой страны? Откуда же он к нам приходит? Да. Я думаю, что все операторы в Кыргызстане основную часть своего интернета, как минимум, основную закупают из России через Казахстан. Все очень просто. Это самый надежный путь, самый качественный интернет. Ну и, собственно, то, как мы закупаем интернет. Понятно. А почем покупаете там гигабайт трафика? Ну, я скажу так, наверное, чтобы не раскрывать все нюансы, но дать понятие. Ну, скажем так, это сотни тысяч долларов. В год? В месяц. В месяц. Понятно. Окей. Надо заметить то, что Кыргызстан покрыт на 90% горами. Причем такими приличными, 5000 над уровнем моря, это как пить дать, полно перевалов, ущельев. И, конечно же, это сказывается на работе операторов. То есть, чтобы действительно связь была практически везде, базовые станции нужно устанавливать в очень труднодоступных местах. И стоимость установки уже превышает там и 2, и 3, и 5 миллионов сом. Интересно то, что, как нам сказали, сотовые операторы не готовы делить между собой одну и ту же вышку. То есть таким образом все 3 сотовых оператора ставят
рядом друг с другом свои базовые станции. Мы сейчас это сами увидим. Конечно же, это влияет на стоимость, на себестоимость. Я надеюсь, что в последующем это как-то изменится, придут к какому-то соглашению и оптимизируют данные расходы. Ведь чем меньше будут вкладывать, тем более доступной будет связь и быстрее она перейдет на новый уровень. Мы наконец-то дошли до базовых станций. Говоря об инвестициях вообще в этом бизнесе, да, устройство и монтаж этих базовых станций – это одна из самых крупных статей. Посмотрите, например, в компании Beeline порядка 5000 базовых станций. Установка одной базовой станции обходится минимум 2-3 миллиона сом. Если это такие сложные участки, как здесь, то, конечно же, цена намного выше. Потому что, например, здесь базовую станцию монтировали при помощи вертолета, а электрический кабель тянули вон оттуда. Посмотрите, видите кафешка прямо у речки? Ведь после того, как вы построили, нужно также постоянно, ежемесячно тратить на одну базовую станцию порядка 80 тысяч сом в месяц на то, чтобы ее поддерживать в рабочем состоянии. Вот смотрите сами, сколько труда, денег необходимо, чтобы начать подобный бизнес. Поэтому я думаю, новых игроков на этом рынке в ближайшее время не предвидится. Давайте посмотрим, как этот бизнес влияет на экономику страны. Ну, прежде всего, это кадры, да, очень много квалифицированных кадров производится. Помимо этого трудоустроено тысячи людей. В одном только Билайне, по-моему, порядка 1000 сотрудников. Говоря про налоги, ежегодно казна пополняется миллиардами сом. Опять-таки, поскольку у меня есть данные пока только компании Beeline, там, для примера, за прошлый год налогов было перечислено где-то примерно на 10 миллионов долларов. Помимо этого, также в страну были влиты огромные инвестиции, да, и продолжают вливаться. За прошлый год компания Beeline инвестировала больше 1 200 000 000 сом в развитие своей сети и другое. Что важно отметить, что развитие, оно на самом деле идет. Помните, вначале мы задавались вопросом, умирают ли сотовые компании или нет. Как мы уже все поняли, да, за счет того, что тарифы снизились, но количество людей, у которых появилась сотовая связь, их гораздо больше. Поэтому, конечно же, у них все в порядке. Вообще, этот бизнес также важен и тем, что он дает стратегический такой импульс, услугу населению. Сейчас уже невозможно представить нашу жизнь без высокоскоростного мобильного интернета, потому что он сейчас везде. Мы пользуемся социальными сетями, мы обмениваемся информацией, мы звоним за границу, мы учимся, мы работаем. Все это при помощи высокоскоростного мобильного интернета. И из-за того, что страна у нас очень высокогорная, очень много отдаленных участков страны, где не так много населения, там, кроме как мобильного интернета, других вариантов просто нету, иначе его просто не будет. Поэтому, думаю, вот эти 3 компании, да, у них все более или менее хорошо складывается. Я надеюсь, что они в будущем будут продолжать инвестировать в технологии и сумеют договориться, оптимизировать свои расходы, сделать так, чтобы мы получали уже нового уровня сервис, более качественный, более скоростной и примерно за те же деньги. Это будет вообще шикарно, я считаю. Итак, ребят, конкурс. Мы разыгрываем хорошие номера от компании Beeline, а также немного мерча. Все, что вам нужно сделать, это, конечно же, подписаться на мой YouTube-канал, подписаться на мою Instagram-страничку и в комментариях к этому видео оставить информацию о том, каким сотовым оператором вы пользуетесь и что вам в нем нравится. Победителей мы выберем через наш Instagram-канал в следующую среду. Следите. Уважаемые зрители, подписывайтесь на мой YouTube-канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и оставляйте умопомрачительные комментарии. Всем счастливо!